Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня в работе вот такой Lexus CT200H. То есть аппарат очень крутой. Он у меня был уже не раз. Выполнен очень качественно. У него такие пороги карбоновые даже есть, типа под карбон. Короче, тачка Аганес, но вот приехал он у меня с проблемной батареечкой. То есть, как всегда, проблема Toyota, Lexus. У всех этих автомобилей гибридных, у них проблема, как гибридная батарейка. То есть, ну как проблема? Она подошла к своему ресурсу, пробег 169 тысяч, по-моему. Ну, это маленький, конечно, для нее ресурс, по идее. Ну, тут смотана по-любому есть, 100%. Раз она подошла к своему сроку, значит, вот как-то так. Вниз пошла у него вся серединка. Там где-то примерно я смотрел, пара от 6 начинается, но сейчас точно я поставлю батарейку на анализатор, и они будет видно какой процентности элементы. Только после такой диагностики я пойму, что делать с этой батарейкой вообще в целом. Потому что сейчас на тачстриме я ее просадку дал, я сейчас вижу, что с ней надо работать, я вижу, что ее надо ремонтировать конкретно. Но что делать? Какие элементы подкидывать и как мы будем смотреть дальше уже на анализаторе. Сейчас моя задача снять батарейку, поставить на стенд. 5 часов примерно у меня будет делаться диагностика на стендах, так как приборчиков у меня мало, много, но тем не менее как бы справляюсь. Машины эти ко мне заезжают не так уж сейчас часто, заезжают в основном Хонды практически. Ну, и эти тоже гости к нам приезжают, и мы их как бы, ремонтируем, конечно. Это наш профиль, это гибридный автомобиль. Все эти как бы это наше начало, это можно сказать, с чего мы начинали. С вот этих автомобилей 30-х, Prius, Альфа и всех остальных автомобилей. Эти машины мы знаем не хуже, чем Honda. Вот. Даже в какой-то степени, может быть, я их знаю лучше. Так как по Toyotам как бы более-менее я больше знаю, а по Хондам уже у меня Максимка, в принципе, ну и мы как бы вместе с ним уже начали эту тему, и мы изучили Хонду, хорошо сейчас их знаю, ну как он знает, как я знаю, в принципе у нас знания с ним одинаковые, вот, но по вот этому автомобилю как бы да, это Toyota, это Lexus. Нравится мне их не очень кузов. Мне нравится его исполнение. Я бы сетишку себе бы даже купил бы. То есть я бы никогда бы не брал бы, наверное, Prius 30, хотя 30-ник неплохой. Но по тем же деньгам, в принципе, вот мне бы вот такого автомобиля было бы намного лучше. Так как я, в принципе, езжу один практически. Машина более такая статусная. Более круто смотрится и все такое. Сейчас я выгоню, немножко обзор сниму. Ну, чем мне нравится Lexus, то смотрите, как это все выглядит красиво. Здесь вот все кожа. Машина просто красивая. Исполнение вот этого табло очень крутое, это уже не Toyota. Приветствую, вот так вот мониторчик приветствует, откатывается, закатывается, это вообще красота же. Это Lexus, вот он приветствует нас. Здесь вот эта консолька мне очень нравится, лучше, чем в Prius все сделано. Управление, я показывал такую машину, управление вот этим джойстиком управляется. Здесь буква N, ну как бы кнопка Enter, активация идет. Вот гибридную установку он показывает. То есть машина очень классная. Пробег 169 311. Вот, запустили ее, она в готовности. Отделка, вон какая шикарнющая просто. Сиденья просто красивые и как бы они четко выполняют анатомию для человека. Поддержка боковая вот эта вот шикарная у него. Перфорация идет. Материал очень качественный. То есть вообще машинка в очень хорошем состоянии, в принципе, по-моему. Вот, но сейчас будем ее смотреть детально. Сейчас будем разбирать, смотреть. Рычажок у нее такой никелированный уже сделанный. Вот раз. Все, назад поехали.
Классный у нее обзор. Вот у нее вот такие вот зеркала клевые просто. Сонары работают. Все есть практически. Все видно, что надо делать. Сидишь прям как влитой в этой тачке. Вот такая сетишка. Ну, не шикарный ли автомобиль? Реально шикарный. Но такой энергоемкий, компактный, сделан как-то так. Ну, прикольно. Ну, тут можно что-нибудь все равно увезти. Сумочки поставить. Я говорю, это машина для эгоиста. Человека, для которого бизнесом занимается. Машинка для дома. Такая помощница. Какие-то сумочки загрузить. Для девушки хорошо подойдет сетишка. Вообще шикарно подойдет. Вот. То есть я бы говорю, лучше бы взял бы эту машину, чем Prius 30. Он намного сделан качественнее, из более качественных материалов. Вот эти материалы все намного качественнее. Пластик лучше, все. Как бы не раз об этом говорил. Ну и дизайн у него покруче будет, конечно. Намного круче. Это машина уже конкретно, это не дроволет какой-то, ё-моё. Хотя, не буду обижать Приусы. Приусы тоже офигенные тачки. Вот. Но эта тачка, она более премиальная. Есть люкаты, есть они в комплектации F-Sport. Там намного все круче, у них значок другой, у них идет люк уже, у них обвесы другие, диски маленько другие, там все по-другому. Вот. Ну это машина на базе Prius 30 сделана, тот же самый двигатель. Батарейка все то же самое. Сейчас я ее доставать буду. Все, практически вся начинка егошняя, только интерьер другой, отделка материалов другая. Ну и как-то выполнено все по качественному. Вот как-то вот, если брать косы, они где-то больше подкреплены. У него больше где-то стяжечек, больше всяких этих закреплено, нигде ничего не болтается. Вот как-то сборка у него очень качественная, лучше, чем в Приусе. Это точно. Поэтому сетишка мне очень нравится, она зашла, эта тачка. Ну все, в принципе, что. Будем смотреть батареечку, будем загоняться, будем смотреть батарейку.
качественно. И как-то здесь все аккуратно в автомобиле, прям видно, что аккуратно. Здесь даже какой-то под аккумулятор, вон, смотрите, мешочек есть. Вот ни в одном другой Тойоте такого нету, только в Лексусе. Или бы он сам это все сделал, замутил хозяин. По-моему, да, как будто какой-то термомешок. Термослейв, да, это он сам здесь замутил, это вот, видать, изготавливают здесь термо технологи. Вот даже телефон есть, где это выполняют, делают, видать, 383 22 7 93 07. Какой-то термобокс, куда аккумулятор, ну типа, чтоб не мерз, видать, зимой. Вот он замутил вот так, прикольно. Фишка здесь вот так валяется, что-то почему-то плюсовая. Ну а так, вот, видать, проставочки ставил. Комплект домкрата вот так у него сделан, у этого сетишки. Ну, короче, качественная тачка, реально, офигенная. Ну и здесь как бы видно, что все целехонькое, все нормально сделано. Ладно, что, дальше разбираем. Ну вот, пришлось все разобрать, чтобы добраться до батареечки. Вот она, батарейка у него у сидишки. Вот столько всего надо разобрать, чтобы добраться до него. Вот, все полностью, весь багажник разбирается. Вот. Но эту батареечку надо делать сразу хорошо, чтобы потом два раза не разбирать это все дело. Это очень, как бы, кропотливо. Здесь, конечно, похуже, чем, ну, в плане того, что посложнее все разбирается, чем в Приусе 30. В 30-ке я за 10 минут, даже за 5 минут могу снять батарейку, в принципе. Рекорд у меня был 5 минут, я батарейку снимаю. Это если быстро работать. А так, в принципе, 10 минут хватает спокойно. Ну вот так вот разбираю батареечку. Ну если тут посмотреть по распечатке, вот распечаточка у меня вот такая. Разница у него 0,96 вольта. У него вот получается пошли 6, 7, 8 слабенькие. Хотя нет, тут 6 вот совсем слабая. Да-да, в принципе, и вот эти тоже слабенькие. Серединка просевшая. Вот видно же, что вот эти более-менее, хотя вот это слабое. Вот это совсем слабое, это совсем слабое. Вот эти еще более-менее. Сейчас посмотрим, что будем делать. Будем смотреть, какие у нее емкости. Померим емкости, а там уже от этого будем отталкиваться. Емкости в ней совсем мало. Она вот за 1 минуту высадилась почти до таких вот параметров. Все, сейчас я все шины отключил, сейчас буду подключать по каналочку и буду проверять по каналкой. Как-то так. Контакты, вот такая зелень, сейчас будем их чистить. Шла у нас батареечка по канальную проверку. Вот ее показания. Значит, у нас вот такие вот. Значит, первое 75%, 73 есть, 67, 32, 34, 66, 39, 42, 63, 54, 28, 28, 29, 21, 23, 23, 39, 32, 58, 63, 37, 55, 63,
38, 38, 41, 44, 70%. Вот такие у нас показания. Значит, здесь, в принципе, можно оставить полтинники, шестидесятки и семидесятки. Вот так вот можно оставить эти элементики. Все остальное надо будет убирать. Сейчас я отмечу, какие надо будет убирать. Так, ну вот так вот разбираю батареечку. Ну, если тут посмотреть по распечатке, вот распечаточка у меня вот такая. Разница у него 96, 0,96 вольта. У него вот получается пошли 6, 7, 8 слабенькие. Хотя нет, тут 6 вот совсем слабая. Да-да, в принципе, и вот эти тоже слабенькие. Серединка просевшая. Вот видно же, что вот эти более-менее, хотя вот это слабое. Вот это совсем слабое, это совсем слабое, вот эти еще более-менее. Сейчас посмотрим, что будем делать. Будем смотреть, какие у нее емкости, померим емкости, а там уже от этого будем отталкиваться. Емкости в ней совсем мало. Она вот за 1 минуту высадилась почти до таких вот параметров. Все, сейчас я все шины отключил. Сейчас буду подключать по каналочку и буду проверять по каналкой. Как-то так. Вот такой вот вердикт. Убираем здесь 17 элементов, у нас будет убрана замена. 11 оставим. Я убираю все тридцатники, все двадцатники и сороковники буду убирать. Оставлю только от 50% элементы. Вот. Такой вот будет ремонт у нас в ВВБ. Сейчас буду звонить хозяину, договариваться.
такая получилась у тебя батареечка. Вот, разбег 30 милливольт. Здесь получились у нас слабые пары, где оставил 30% элементы. Вот они. Они у нас будут в самых краях, они не греются. Серединка мощнее получилась. Ну и со временем она просядет и к ним примерно выровняется. Так что вот это 30 еще меньше станет со временем. Надо ей поездить. Вот такие вот дела. Вот, собрал я Лексуса. Время уже, наверное, час ночи. Вот. Час ночи. Собрал сегодня Лексуса. Собрал хорошую батареечку, в принципе. Ну, разбег 30. Практически 60% получилась она. Вот. Еще раз скажу, что я убрал все 20%, поставил за место них 60%. Ну и как бы убрал 70-ки, тоже 60-ки поставил за них. Ну и как бы вот так вот получилось у меня. Такой вот нормальная батарейка. Она сбалансированная вся получилась. Сейчас он ее набивает. Тут у нас ну вот, батарейку набил. Как-то так. Музыка какая тут крутая играет. Да, Lexus радует. Реально. Обалденная тачка. Тачка для настроения. Ну а я что, сейчас дособираю, пойду спать. Все. Вот такой Lexus у нас получился. Ставьте лайк, ребят. Всем пока. From sunlight to moonshine, you'll always be mine. They don't understand like we do. Look, conquer. You never have to worry 'cause they under you. I wonder what. Oh my God, that's the funky shit.